Добрый день, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания с видеотрансляцией сегодня, 8 ноября 2019 года, в Коми Республиканском институте развития и образования. На заседании сегодня присутствуют учителя истории и обществознания из двух муниципалитетов – город Сыктывкар, город Ухта. На сегодняшнем заседании у нас присутствует Исаева Наталья Николаевна, это исполняющая обязанности заведующего Центра развития общего образования и социализации воспитания личности Института образования, руководитель Республиканского методического объединения Тырина Нина Иверовна. На сегодняшней повестке нашего дня 4 вопроса. Данные вопросы вы можете видеть на данном слайде. Итак, мы начнем с первого вопроса. Это состав Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания. Я представляю вам обновленный список данного состава. В этом учебном году, в 2019-2020, у нас 2 руководителя, это особенно приятно. Руководитель Любовь Анатольевна Максимова, это директор Института истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Петирима Сорокина, кандидат исторических наук, доцент. И руководитель, который вам известен, это Нина Иверовна Тырина, то есть это я, учитель истории и обществознания гимназии номер 1 города Сыктывкара. У нас обновлен состав членов Совета Республиканского методического объединения. В прошлом году, как, впрочем, и в позапрошлом году, нас было 3 человека. Сегодня мы с радостью представляем 5 представителей, активных участников работы Республиканского методического объединения. Это Иван Владимирович Кремер, учитель истории и обществознания школы номер 12 города Сыктывкара, Инна Владимировна Ивонина, учитель истории и обществознания школы номер 30 город Сыктывкар, Елена Гавриловна Попова, учитель истории и обществознания технологического лицея город Сыктывкар, Елена Петровна Киселева, учитель истории и обществознания школы номер 1 город Микунь, Елена Аркадьевна Долонина, учитель истории и обществознания школы номер 15 города Ухты. Вот в таком составе в этом учебном году мы будем работать. 2 руководителя и 5 членов Совета Республиканского методического объединения. Наш план на нынешний год состоит из 4 заседаний. Первое заседание уже идет, это сегодня, 8 ноября. Следующее наше заседание планируется в декабре. 2 последующих заседания, соответственно, в марте и в апреле. Тема нашего первого заседания – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации. Второе заседание в декабре месяце, где-то через месяц оно будет посвящено данной тематике. Но если сегодня мы поднимаем вопрос, связанный с историей, то в декабре речь пойдет об обществознании. Третье наше заседание будет посвящено основной образовательной программе среднего общего образования. И, соответственно, 4 заседание – это работа наставников с молодыми специалистами, студентами-практиками и опыт взаимодействия с вузами. Здесь данные заседания названы по основному вопросу, который будет рассматриваться на заседании. Это вовсе не означает, что мы не будем включать и другие вопросы. Обращу ваше внимание на тематику сегодняшнего заседания. Нашим вторым вопросом после представления состава РМО учителей истории и обществознания и плана наших заседаний я предоставляю Наталье Николаевне. Она выступит с вопросом по формированию функциональной грамотности как одной из основных задач федерального государственного образовательного стандарта. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Спасибо большое. Можно включить? Так, добрый день, уважаемые коллеги. Можно спустить. Прошу прощения. Буквально в конце октября месяца по всей стране прошла серия семинаров с нашими с вами коллегами из Москвы, где нас погрузили в 2 проблематики. Первая проблематика – это изменение в ГОС основного общего образования. Но, коль скоро документы, как вы знаете, еще не были приняты, изменения там колоссальные происходят. Но, опять-таки же повторю, что, коль скоро документы не были приняты, то на сегодняшний день мы с вами этот момент не обсуждаем. И
И второй вопрос, который сегодня будоражит умы многих педагогов, это формирование функциональной грамотности. Почему будоражит? Потому что, как показал мониторинг, многие педагоги, в том числе и Республики Коми, не совсем понимают, что это такое. И каким образом ту самую функциональную грамотность у нас с вами можно замерить, проверить и выявить у наших детей дефициты, либо профициты, если таковые есть. В связи с чем встал вопрос про функциональную грамотность. Фактически эта проблема напрямую связана с одним очень важным мониторингом, который проверяет у нас с вами наших детей. Состоит он из 3 моментов. Первое – это всероссийские проверочные работы. И, как показали результаты Республики Коми, на следующей неделе мы презентуем материалы, методические материалы, аналитические материалы по итогам проверки и перепроверки всероссийских проверочных работ на нашем сайте, на портале «Открытое образование» Республики Коми. То есть вы увидите конкретные ваши образовательные организации по обоим предметам. Республика, к сожалению, я сейчас говорю по предмету истории, справилась гораздо хуже, чем в целом республика гораздо хуже, чем наши с вами федеральные коллеги. По ряду причин, я не говорю про все образовательные организации, есть образовательные организации в Республике Коми, это муниципалитеты, например, Воркута, например, Печора, где образовательные организации, отдельные образовательные организации справились на порядок выше, чем средние федеральные значения. Далее это результаты написания итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ. Мы с вами знаем, и я как предметник, я тоже в недавнем прошлом преподаватель истории обществознания, мы с вами знаем и проблемы, которые возникают при подготовке наших детей, потому что дети и обучающиеся 9 и 11 классов, как правило, чуть ли не 100% выбирают наш с вами предмет. В этой связи очень много проблем, но, к сожалению, результаты говорят о том, что дети не всегда качественно выполняют эти задания. И вы знаете все, что есть дети, обучающиеся, которые не справляются с этими заданиями, и в этом году и их достаточно большое количество. И таким образом мы можем сделать вывод, что формирование функциональной грамотности напрямую связано с нами. Как? Сейчас попытаюсь объяснить. Как вы знаете, из указа президента от 7 мая 2018 года правительству Российской Федерации было поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Как проанализировали наши федеральные коллеги, на сегодняшний день Россия занимает лидирующее место, но, к сожалению, не по качеству образования, а по количеству домашних заданий, которые получают наши обучающиеся. И первое место в мире, хотя, простите, мы его делим с Японией, по количеству обучающихся, которые пользуются услугами репетиторов при подготовке к итоговой аттестации. Согласитесь, достаточно пугающие цифры. В связи с этим фактически и возникла та самая идея изменения запроса на качество общего образования. Что здесь происходит? И вот тут вот наши коллеги с вами разработали модель. Что же такое функциональная грамотность? Определений масса, я здесь представила только 4 основных, выделила слова наиболее значимые. Смотрите, это способность использовать те знания, умения, навыки, если мы говорим по федеральному компоненту, компетентности, которые наши обучающиеся получают по всем образовательным областям, по всем предметам для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что к 2024 году наша с вами система образования и изменения во ВГОС, которые уже сегодня утверждаются, а соответственно, коль скоро во ВГОС, то и в оценочные материалы вносятся соответствующие изменения, задания будут практикоориентированные. Каким образом? То есть нам показали как вариант несколько учебников по обществознанию новой линейки, которые сейчас проходят пока только создаются, там пока создано только несколько модулей. В чем это заключается? Каждый параграф начинается с погружения обучающегося в какую-то жизненную ситуацию. Но тем не менее. И исходя из этого, приоритетным направлением в обеспечении конкурентоспособности российского образования это
повышение эффективности. К чему мы приходим? Мы приходим к повышению эффективности в соответствии с международными требованиями. Более половины выпускников основной школы имеют только базовый уровень функциональной грамотности. То есть они могут использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях, а около 20% выпускников основной школы не достигают этого уровня. То есть дети знают, но не знают, как применить эти знания на практике. По качеству общего образования российская школа уступает 10 странам-лидерам по качеству образования как по числу выпускников основной школы, демонстрирующие самые высокие результаты. В этих странах в среднем таких учащихся не менее 11%, так и по числу хорошо подготовленных учащихся к продолжению образования. И российская система образования, несмотря на возросшие инвестиции, все еще ориентирована на затратную педагогику. По данным исследований ПИЗа 2015 года, российские учащиеся тратят на обучение после школы значительно больше времени, чем их сверстники из других стран мира, о чем я уже сказала. Собственно, исходя из этого анализа, были разработаны механизмы повышения качества общего образования в России. Во-первых, это обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с навыками 21 века. Это функциональная грамотность учащихся и развитие позитивных установок, мотивация обучения и стратегии поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен. Во-вторых, это целенаправленное повышение квалификации учителей через систему подготовки, переподготовки, повышения квалификации учителей, в которых требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения. Опять-таки же анализ показал, что, к сожалению, по России, я не говорю сейчас про Республику Коми, по России за последние 3 года были обновлены только 15-18% содержания курсов повышения квалификации. А мы знаем, что за 3 года у нас масса чего изменилось в системе образования, но, к сожалению, институт, я не говорю сейчас про институт, в котором я работаю, потому что мы как раз вот стараемся отвечать на эти запросы, но наши педагоги, наши коллеги очень часто используют в своей работе для переподготовки дистанционные курсы. И поэтому в этой связи, пожалуйста, обратите внимание на качество этих курсов. И следующее – широкое информирование профессионального сообщества и общественности о результатах и инструментарии международных исследований, как таковые, чтобы мы с вами их не боялись и были к ним готовы. Каковы же механизмы эффективного проведения мониторинга, формирования оценки функциональной грамотности? Во-первых, и это для нас звучало удивительно, добровольность участия регионов. И вы знаете, что в апреле 2019 года было 19 пилотных регионов, которые участвовали в оценке эффективности функциональной грамотности. Во-вторых, это доступность материалов, и мы сейчас чуть позже об этом поговорим, и я вам приведу конкретные примеры. Это научно-методическое сопровождение, и сейчас есть масса информации, начиная вот с мая 2019 года. Наши коллеги из Институтов развития образования Москвы и Санкт-Петербурга активно печатают научно-методические рекомендации по тому, каким образом реализовывать модули функциональной грамотности через наши с вами предметы. А вы чуть позже увидите, что все 6 модулей реализуются как раз через наше общество знаний и история. Ну и обращу ваше внимание, что функциональная грамотность проверяется у детей только компьютерным форматом. То есть никаких листочков, бумажек и так далее. Какие же, этапы проведения мониторинга? Их у нас с вами 3 основных, это разработка материалов, вы видите. Фактически мы говорим о том, что в 2020 году мониторинговым исследованиям будут подвержены все обучающихся 5-9 классов. Ну и, соответственно, параллельно с этим, уже начиная с 2019 года, разрабатываются курсы повышения квалификации педагогических кадров на всех этапах мониторинга. Потому что как мы сможем подготовить детей, если мы сами не владеем этой технологией? Поэтому вот сейчас перед нами стоит задача разработать эти курсы повышения квалификации. На сегодняшний момент могу сказать, что только в Московском институте развития образования разработаны эти курсы, и охват обучающихся крайне мал. 1-2% от всего педагогического сообщества.
В чем же заключаются особенности заданий для оценки функциональной грамотности? Во-первых, задача поставлена вне предметной области и решается с помощью предметных знаний, например, по математике. В каждом из заданий описывается жизненная ситуация, как правило, близкая, понятная обучающимся. Тут спорный момент, и мы с вами посмотрим чуть попозже. Соответственно, не всегда, как замечают коллеги, учитываются возрастные особенности ребенка. Далее это контекст заданий близок к проблемной ситуации, возникающей в повседневной жизни, ну и вопросы всегда изложены простым, ясным для ребенка языком. Он должен понимать, что у него спрашивается. Ну и требует перевода с обыденного языка на язык предметной области, например, математики, физики. И еще одна особенность, то, что у нас, вы, наверное, помните основные проблемные зоны у наших обучающихся, это когда нужно проанализировать иллюстративный ряд, нужно проанализировать таблицы, диаграммы, и у наших даже 11-классников, ну это 12-е задание по обществознанию, возникает ряд затруднений, хотя, казалось бы, элементарное. Но, тем не менее, вот эти задания теперь такой формат носят, начиная с 5 класса. Итак, обращаю ваше внимание, что основные направления формирования, их 6. Это математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-научная, финансовая, а дальше уже, собственно, глобальные компетенции и креативное мышление. Если первые 3, ну даже 4 еще более или менее понятны, то последние 2, ну у меня, во всяком случае, когда я первый раз это увидела, вызвали некое недоумение, каким образом мы сможем замерить креативность мышления обучающегося. Но, тем не менее, наши коллеги разработали. Я сейчас позволю себе остановиться очень коротенько на всех 6 направлениях, буквально по 1-1,5 минутки. Смотрите, первое – это математическая грамотность. Фактически, наши коллеги говорят, что математическая грамотность помогает людям понять роль математики в мире, высказать хорошо обоснованное суждение, принимать решения, которые необходимы конструктивному и так далее мышлению граждан. Здесь все представлено, так как не совсем близко к нам с вами, но тем не менее, посмотрите. Задание для 7 класса «Тормозной путь». Представлена картинка, представлена диаграмма некая, и спрашивается, используя данные диаграммы, там немножечко закрыто, зависимость длины тормозного пути от скорости автомобиля и состояния дороги, проверьте истинность следующих утверждений и заполните таблицу. Ну и так далее, есть таблица верно, неверно, например, чем хуже состояние дороги, тем короче тормозной путь и так далее. Фактически, действительно, дети сейчас очень мобильны, ездят часто с родителями, либо переходят дорогу, практика ориентированная, да, с математикой связана, да. Относительно, конечно, тем не менее. Поэтому второй вопрос к этой задаче, он именно уже математический. Дана некоторая формула, нужно подставить значение, рассчитать и, соответственно, выдать какой-то ответ. Простите, забыла сказать, что функциональную грамотность у нас с вами, дети, мониторинг функциональной грамотности проходит 80 минут. Каждый ребенок получает 4 модуля, один из 6 представленных. Каждый модуль занимает 20 минут времени. При этом хочу обратить ваше внимание, ряд работ, которые связаны непосредственно с нашей предметной областью, я вам сейчас покажу. Иногда эти задания, я напоминаю, это обучающиеся 5-9 класса. Так, например, по читательской грамотности задание занимает 16 страниц машинописного текста для 5-классников на 20 минут времени. Представляете, наши ВПР по истории 5 класс, 10 страниц. Соответственно, причем мы помним, что там достаточно большие промежутки именно даются для того, чтобы поле ответа, сами задания маленькие. В данном случае это несколько иначе. Пример по математике я вам привела. Соответственно, 4 модуля по 20 минут. Да? Второй модуль – это читательская грамотность. Причем модули у нас формируются для каждого обучающегося случайным выбором. Это могут быть 2 модуля по читательской грамотности, 2 по математике, либо могут быть модули из разных областей. Читательская грамотность. В основном вы видите, что это способность человека понимать и использовать письменные тексты. И в данном случае это наши с вами предметы.
там, где мы должны отрабатывать эти навыки. Приведу классический пример, который нам привели разработчики. У ребенка задается такой вопрос, 5 класс. Мне нужно прийти на работу, ну или Саше Петрову нужно прийти на работу к 6 утра. Во сколько он должен встать, чтобы не опоздать, или выйти там, например, из дома? 85% обучающихся не справились. Как вы думаете, почему? Потому что на вопрос «во сколько» они отвечали за 15 минут, например, выйти – 0. Встать рано – 0. Как нам сказали разработчики, даже если бы отвечающий написал 5 часов 59 минут, ему бы зачли за правильный ответ. Потому что ребенок не указал конкретно время. И вот тут делается, соответственно, вывод о том, что ребенок не обладает читательской грамотностью. Мы с вами в этом сталкиваемся, как правило, и в нашей с вами работе. Почему? Потому что если задание содержит несколько вопросов, хорошо, если ребенок ответит на 1 из 3 или на 2 из 3, а остальные не заметят. Вот классический пример. Но опять-таки же основные требования к тексту – это должна быть информационная насыщенность текстового материала. Текст может быть представлен, как вы видите, сплошным, несплошным, составным, то есть задание 7 классу была дана. Сейчас приведу пример. Вот смотрите, блок заданий по читательской грамотности для 7 класса. Была дана выдержка из статьи, представлены некие графики, диаграммы, и исходя из этого были даны задания детям. Я вам ссылочку дам, в любом случае вы сможете познакомиться более близко, поэтому я сейчас на этом останавливаться не буду. Каждый блок комплексные задания объединены общей тематикой или проблематикой, в любом случае по читательской грамотности. Каждый блок включает текст, в котором представлены некоторые ситуации и от 7 до 10 вопросов различной трудности. Опять-таки же какие-то реальные проблемы. Третий блок – это, естественно, научная грамотность. Это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться вот этой проблематикой. Как отбирается содержание для заданий в мониторинге? Так, например, для заданий 5-6 классов мы ориентировались, как правило, на программы исследований TIMSS международные, а задания 7 класса на программы физики, биологии, географии, астрономии. Я на секундочку обращу ваше внимание, что физику и астрономию в 7 классе мы не изучаем с вами. Посмотрите пример задания. Опять-таки же, секундочку. Посмотрим, например, 5 класс. Буквально. Не так я сделала, секунду. 16 страниц текста. Инструкция, в любом случае. И вы видите, первый блок посвящен магнитам. Задание 1.4. Ребенок должен прочитать внимательно, рассмотреть картинку, сравнить и далее выполнить к нему задание. Я вам показываю для того, чтобы вы представляли объем информации, который 5-классник, а это 1 из 4 блоков, я повторю, посмотрите, должен выполнить за 20 минут времени. Это при том, что если мы реально обратимся к нашим с вами обучающимся 5 класса, которые иногда в ряде случаев у нас по слогам читают. Я просто пролистаю. Диаграммы, что мы в 5 классе, программа у нас не предполагает этого. Листаем, 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 и вот оно закончилось. 16 заданий, 20 минут, 16 страниц. Кроме того, посмотрите, от наших 5-классников мы требуем научного объяснения явлений. Теперь начинаются 3 блока, которые уж напрямую связаны с нашими предметами. Это финансовая грамотность. Финансовая грамотность, я так понимаю, что на сегодняшний день уже нет смысла останавливаться в определении, что это такое, зачем. Почему? Потому что мы все с вами вносили изменения
как минимум в прошлом году, которые требовали от нас включения вопросов по финансовой грамотности в основные образовательные программы, в рабочие программы учебных предметов, где затрагивали те или иные проблематики. Кроме того, мы с вами, ряд образовательных организаций, включила такой отдельный модуль или отдельный предмет, который назывался финансовая грамотность. Вопрос в данном случае только в одном. Коллеги, я напоминаю, что модуль был разработан с 7 по 11 или по 9 классы. В данном же случае мы с вами проверяем финансовую грамотность пятиклашек, шестиклашек. Каким образом? Все задания предъявляются на основе определенной жизненной ситуации, понятно, учащиеся, опять-таки же похожие на возникающую в повседневной жизни. В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых ровесники учащихся и так далее. Приведу пример, чтобы не быть голословной. Для наглядности давайте опять посмотрим 5 класс. Тут уже немножечко поменьше, но тем не менее 10 страничек текста. Дается некая ситуация, деньги разных стран мира. То есть погружаем в некий диалог одноклассников, смотрим, какая валюта, и, соответственно, название валюты нашей страны мы должны записать словами, изучив некий иллюстративный ряд. И далее выполняем опять-таки же задания, связанные с ранее представленными изображением. Опять-таки же посмотрите объемы текстов. 5 класс. И все это еще переведено в онлайн-режим, то есть на компьютере, не листочки. Ребенок не читает. Далее, предпоследнее, это, собственно, глобальная компетентность. Глобальная компетентность – это многогранная цель обучения на протяжении всей жизни. Посмотрите, какие содержательные области. И вот здесь вы увидите фактически наш с вами предмет обществознания. Война и мир, север-юг, изменение климата, мировой океан, то есть наши с вами глобальные мировые проблемы, демографическая проблема и так далее. Права человека, опять-таки же курс обществознания, семья, природа, образование, здоровье и так далее. Предлагаю, опять-таки же, просто чтобы не быть голословной, я вас погружу в эти задания. Причем, посмотрите, обращу внимание, что по каждому блоку есть обязательно некий кодификатор, некая спецификация заданий, вы видите методические рекомендации по написанию. Ну, какие глобальные проблемы, например, для 5 класса. Проект «Народы России». Ребенок должен прочитать, что это такое, причем это реально существующий проект, чтобы ребенка погрузить в эту проблематику. И ребенок на основании этого проекта, этого текста должен ответить на ряд вопросов. Опять-таки же классическая табличка «да», «нет», «согласен», «не согласен». Опять-таки же, посмотрите. Второй проект – это вот задание с 6 по 10. Не выбрасывайте продукты. Приводится некая статистика, иллюстративный ряд. И на основании вот этого дети должны проиграть некую ситуацию у себя в голове и сделать определенные выводы. Выберите верное суждение. Опять-таки же картинка. И тут вы уже должны объяснить, что конкретно вы видите. Ну, то есть там ситуация, например, старший брат младшему говорит, что плохо выкидывать продукты, и вы должны объяснить, а почему это плохо. 5 класс. И это наш с вами глобальный. И последний блок, это, собственно говоря, то самое наиболее проблемное поле – креативность мышления. Почему проблемное? Потому что все мы знаем, что дети у нас с вами разные. Есть разные характеристики, склад ума и так далее. Есть математики, есть гуманитарии, есть художники и так далее. Люди, которые для которых креативность, уровень креативности очень индивидуален. Каким образом его замеряют? Опять-таки же за образец взяли международные исследования. Дается ребенку какая-то ситуация, которую он должен проиграть. В данном случае это может быть, ну, например, пока открывается, у 7 класса было задание, была Google карта и задание «Постройте самый безопасный путь для ребенка из школы домой». Google карта с определенными навыками, в смысле с определенной
обозначениями, где что в этом районе находится, чтобы ребенок выбирал именно безопасный путь. Для 5 класса это какой-то сюжет спектакля, и ребенок должен прописать сценарий этого спектакля, соответственно. Но опять-таки же, тут уже поменьше, конечно, ну, изобретаем соревнования, заданы определенные параметры и так далее. То есть, смотрите, это фактически то, что мы с вами делаем в ряде случаев, это и на уроках истории, и на уроках обществознания. К чему же фактически пришли наши уважаемые коллеги, когда изучили те самые пилотные регионы, которые прошли? Пришли к тому, что апробация показывает, что задания выполняют свою основную функцию, а именно обучение и формирование функциональной грамотности у обучающихся. Причем в большинстве случаев одна ситуация содержит 3-4 типа задания, то есть это развивает еще и то самое критическое мышление у детей. Кроме того, сообщество получило очень живой отклик и проявлен в ситуации интерес, когда дети и родители после этого, соответственно, были заинтересованы, а каким образом можно развивать ребенка те или иные способности, каким образом можно прививать ему те или иные навыки. Соответственно, вот так очень коротенько я постаралась погрузить вас в ту проблему, с которой мы с вами столкнемся. Почему столкнемся? Объясню по одной простой причине. Потому что наши с вами федеральные коллеги объявили, что когда мы задали, мне кажется, вполне логичный вопрос, каким образом исследования функциональной грамотности перекликаются с ВПРами, с РПРами, ОГЭ и ЕГЭ. На что коллеги нам ответили, что к 2024 году все эти процедуры будут унифицированы. В чем? В типологии заданий. И вы знаете, что уже сейчас у наших с вами коллег, химиков и физиков, были внесены изменения в задание ЕГЭ. Были внесены изменения, вы заметили, наверное, обратили внимание, что были внесены изменения в ЕГЭ, в вопросы ЕГЭ по обществознанию в этом году. Но к 2024 году все материалы будут приведены в соответствии вот с этими требованиями. Они будут формулироваться именно вот таким образом. Поэтому, коллеги, желаю нам удачи в формировании функциональной грамотности у наших с вами обучающихся. Ну и я сейчас про себя скажу, наверное, в первую очередь у меня, потому что в ряде случаев, когда нам приводили примеры, я отвечала как дети. То есть уровень функциональной грамотности у меня тоже, как оказалось, не очень высокий. Благодарю за внимание. Хорошей работы. Большое спасибо, Наталья Николаевна. Мы отработали с вами второй вопрос. А презентация останется, да? Да, презентация останется. Я прошу прощения, еще вот здесь вот забыла показать, отвлеклась. Здесь будет ссылочка, здесь конкретно видно адрес, где можно посмотреть все материалы по этой, вы видите, да, Федеральный государственный институт стратегии развития образования. Они разрабатывают, прикладывают, тут есть методические рекомендации, поэтому пользуйтесь. Если будут возникать вопросы, то фактически контактная информация представлена на слайде, звоните, буду стараться вам помочь. Большое спасибо. Всего доброго. Внесем данную презентацию на наш портал «Образование в Республике Коми». Поблагодарив Наталью Николаевну, мы приступаем к следующему вопросу. Елена Гавриловна, можно передвигаться. Это вопрос государственной итоговой аттестации. Тема, которую мы заявили, это подготовка учащихся государственной итоговой аттестации, основной государственный экзамен и единый государственный экзамен. Будем последовательны. Первоначально мы осветим вопрос, связанный с основным государственным экзаменом. Этот вопрос освещу я, Нина Эверовна Тырина, а вопрос единого государственного экзамена будет освещен Еленой Гавриловной Поповой. Итак, подготовка учащихся к итоговой аттестации по предмету история. Сразу обращу ваше внимание, что очень важно преподавателю, который работает по истории, знакомиться с материалами, которые имеются на сайте Федерального института педагогических измерений, а также на сайте Республиканского информационного центра оценки качества образования. Там, естественно, представляются методические материалы, статистические информационно-аналитические материалы
по государственной итоговой аттестации, ну, в частности, по основному государственному экзамену для учащихся 9 классов. И преподаватели, безусловно, данным материалом должны пользоваться в своей работе для того, чтобы скорректировать свою работу при подготовке обучающихся и для изложения материала как на уроках, так и в неурочное время. Первоначально обращу ваше внимание на анализ результатов основного государственного экзамена по учебному предмету «История» в 2019 году. Следует заметить, что в 2019 году было две модели, по которым обучающиеся сдавали основной государственный экзамен. Это модель для выпускников, которые изучали предмет на основе концентрической системы, и модель для учащихся, которые изучали предмет на основе линейной системы. Таким образом, для концентрической системы задания по содержанию охватывали материал курса истории с древнейших времен до 2012 года, а модель вторая для обучающихся, которые обучались по линейной системе, их материал был по содержанию значительно меньше, поскольку он охватывал задания по содержанию с древнейших времен до 1914 года. И в этой связи следует заметить, что обучающиеся по второй модели, которые сдавали экзамен, были несколько в выгодном положении в силу того, что содержательно им меньше было необходимо было подготовиться к данному экзамену. На данном слайде я представляю вам средний процент выполнения заданий различных уровней сложности. Здесь представлены мною показатели за последние 3 года. Это 2017 год, 2018, ну и, соответственно, 2019. И мы с вами наблюдаем последние две графы, два столбика. По 2019 году они обозначены с 20 веком, условно без 20 века. Соответственно, с 20 веком это для тех обучающихся, которые сдавали экзамен на основе концентрической системы обучающиеся, а последний столбик без 20 века это для обучающихся, которые обучались на основе линейной системы. И здесь показатели, которые мы можем наблюдать, они свидетельствуют о том, что задания части 1, задания базового уровня сложности, они имеют большой разброс. Особенно прошу внимание обратить на результаты обучающихся по линейной системе. Разброс практически от 16,7% до 91%. То есть совершенно разнообразные, такие разноуровневые ответы. И если мы обратим внимание на такую позицию, как часть 2, задания повышенного уровня сложности, то мы увидим, что обучающиеся, которые обучались по линейной системе, вполне благополучно справились с такого рода заданиями в сравнении с теми обучающимися, которые на протяжении последних 3 лет обучались по концентрической системе. И разница здесь вполне внушительная. Ну и кроме того, мы обращаем внимание, что вот год 2018 был несколько благополучнее в сравнении с годом 2019 для обучающихся по концентрической системе. Задания повышенного уровня сложности, то есть так называемые развернутые ответы. И здесь мы наблюдаем совершенно разную палитру оценок и результатов. Ну, в частности, мы можем обратить внимание на то, что обучающиеся по линейной системе, они представляли свои результаты от 16%, чуть больше, да, до 72%. И наблюдаем результаты вполне мало меняющиеся, хотя здесь подвижки все-таки есть, для обучающихся, которые учились на основе концентрической системы. Я отдельно представляю вам таблицу. Здесь представлен средний процент выполнения заданий части 2 с развернутым ответом. И здесь представлены два типа выпускников. Первый тип – это концентр, и второй – это линейная система. И мы как раз можем увидеть по последним вот этим сложным заданиям части 2, с 31 по 35. И цифры говорят сами за себя. Единственное, в чем уступают выпускники, обучающиеся по линейной системе, это задание номер 34. Это задание-задача на рассмотрение ситуации. Ну, о такого рода задании еще мы будем говорить. А так, в принципе, мы наблюдаем вполне благополучные результаты учащихся по линейной системе. Учащиеся по концентрической системе традиционно затрудняются выполнять задания по плану, это 35-е задание, по решению задания-задачи по ситуации и, собственно, и по атрибуции документа, и по анализу данного документа. Также здесь мы видим по результатам явные затруднения.
В общей сложности, на что можно обратить внимание двух типов выпускников, как выпускников, обучающихся по концентрической системе, так и выпускников, которые обучаются по линейной системе, это затруднения, которые они испытывают. Ну, прежде всего, это тотальное незнание основных фактов истории и культуры России. На протяжении уже многих лет, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что это самый болезненный вопрос для выпускников основного государственного экзамена. Вопросы культуры недостаточно ими освоены по всему спектру, то есть начиная с периода 8 века до 20 века, в данном случае я упомянула обучающихся по линейной системе. Затруднения также вызывают задания на знание основных этапов ключевых событий истории. И здесь следует отметить такой период, как вторая половина XIX века по начало XX века. Проблемой является для выпускников и задание на умение работать с исторической картой, картосхемой. Задание на умение определять последовательность исторических событий, то есть это хронологические, опять же, задания, на умение систематизировать историческую информацию, задания, которые связаны с сравнением исторических событий и явлений. Проблемным является, как я уже выше сказала, это задание, связанное с атрибуцией документа. Учащиеся не умеют выполнять такого рода задания. И мы с вами знаем, что это уменьевые задания, которые прежде всего проверяют как раз компетенцию. Да? Не умеют выполнять задания на анализ структуры текста. К сожалению, затруднительным является для выпускников задание на установление связи с конкретной ситуацией и важным историческим событием. Это, собственно, задание-задача. Итак, вот основные проблемы, так называемые болевые точки, которые показывает, к сожалению, не только последний год, это 2019 год ОГЭ, но и предыдущие, и 2018, и 2017, и 2016. То есть на протяжении многих лет у нас вот спектр таких проблем, которые перекочевывают из года в год. Выпускники разные, а проблемы старые. В этой связи хотелось бы обратить ваше внимание на то, каковы будут контрольно-измерительные материалы в 2020 году. Мы с вами знаем, что у нас подросли обучающиеся, которые обучались на протяжении последних 4 лет, а сейчас уже 5-й год, по линейной системе. И, соответственно, наш экзамен, основной государственный экзамен, он кардинально меняется. Что сохранилось в старой модели, что появляется новым, и чем он, этот вариант, обновлен, данная модель контрольно-измерительного материала, мы на это обратим наше внимание. Ну, документы, которые определяют структуру и содержание, представлены вот здесь на слайде, они вам совершенно знакомы. Это и демонстрационный вариант, это спецификация и кодификатор. Все вы ими пользуетесь. Также обращу ваше внимание на то, что существует 2 раздела. Это перечень проверяемых требований и перечень элементов содержания. Надо отметить то, что оба раздела показывают преемственность с предыдущим комплектом, с предыдущей моделью. Это требования к результатам освоения основной образовательной программы по ВГОС и, соответственно, по обязательному минимуму основной образовательной программы соответствует ФК ГОС, то, что было в прошлом году, по примерной образовательной программе основного общего образования. Здесь мы данную преемственность можем наблюдать. И эту преемственность можно увидеть вот в том перечне проверяемых требований к результатам основной образовательной программы и основного общего образования по истории. Я сделала здесь вполне мелко для того, чтобы просто продемонстрировать их, но анализировать здесь подробно не буду, поскольку преподаватели, которые обучают учащихся в 5-9 классах, безусловно, особенно те, кто работают в 9 классах, они знакомились с кодификатором, и данный перечень требований ими изучен. Обращу ваше внимание на спецификацию контрольно-измерительного материала, который следует, безусловно, изучить, и я полагаю, что преподаватели это сделали, для проведения в 2020 году основного государственного экзамена. Здесь четко прослеживаются 2 подхода. Основные подходы – это к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий КИ. Первое, на что следует обратить внимание, это ориентация на деятельностный компонент. Вот как раз мое выступление здесь здорово коррелируется с выступлением Натальи Николаевны в соответствии с тем, что деятельностная составляющая является важной для определения функциональной грамотности учащихся, которая должна прослеживаться и в контрольно-измерительных материалах, она, собственно, и будет прослеживаться, и мы
это наблюдаем в демо-версии 2020 года. И уменьевые, можно так сформулировать, задания, они здесь превалируют. Также следует отметить, что в отличие от прежней модели, где все-таки большая часть заданий была нацелена на знаниевую составляющую по конкретному периоду истории, то большая часть заданий в новой модели, они все-таки проверяют именно умения. Эти задания ориентируются на проверку уметь проявить свои способности в работе с картой, с картосхемой, с материалами статистическими, с материалами различного рода заданий, на что я чуть позже также обращу ваше внимание. На проверку знаний по истории России с включением элементов всеобщей истории в данном варианте демоверсии мы данные задания наблюдаем, но не подробно. Вот в пробной версии, которую мы все, безусловно, изучали и видели, такого рода заданий было значительно больше. Эти задания в новую модель вот, текущего нынешнего учебного года они не включены. Но в перспективе обещают, что они будут включены, то есть модель будет меняться. Также следует обратить внимание, что в новой модели, ну, правда, нумерация здесь представлена по новой модели, вы видите, с 2 по 5, 7, 11, 12 и 20, а также 21 задание сохраняются из прежней модели. Ну, поскольку эти задания, представленные здесь мною, они показали свою эффективность, и данные задания очень хорошо работают на проверку сформированности определенных умений учащихся. То есть, проще говоря, это уменьевые задания. Здесь представлены типы заданий, я их комментировать не буду, поскольку их можно рассмотреть в спецификации контрольно-измерительных материалов. И распределены задания по содержательным разделам курса также. И по уровню сложности. Обращу ваше внимание на характеристику контрольно-измерительного материала основного государственного экзамена по предмету история. Как здесь распределены задания. Здесь всего 21 задание, в прежней модели, мы с вами помним, было 35. Первая часть составляет 14 заданий с кратким ответом, а вторая часть составляет задания с 15 по 21 с развернутым ответом. По уровню сложности точно так же, как в прежней модели, здесь 3 уровня: базовый, повышенный, высокий. И здесь мы видим, что представлены задания высокого уровня, здесь 3 задания. Я не буду характеризовать особенности данного уровня, поскольку они нашим преподавателям вполне знакомы. Обращу ваше внимание на то, что есть особенности отдельных заданий второй части. Например, задания 15, 16 и 17, данные задания, они связаны с требованием проанализировать исторический источник. Хотя в предыдущей версии тоже такого рода задания были. Правда, данные задания больше похожи на те, которые есть в современном ЕГЭ для 11 класса. Правда, с некоторыми упрощениями. Далее задания 18, 19 и 21, они предусматривают разные виды работы с историческим материалом. Здесь и на причинно-следственные связи, на анализ исторического текста, на умение найти ошибки в нем, на сравнение исторических событий и явлений и анализ конкретной ситуации, связанной с деятельностью конкретной исторической личности. Хотелось бы отметить относительно того, что каждый преподаватель сам себе определяет, какими он будет пользоваться самому себе данными рекомендациями для того, чтобы совершенствовать преподавание учебного предмета в классах по линейной системе. Ну вот основные рекомендации здесь представлены. Я не буду их прочитывать, поскольку каждый преподаватель с этими рекомендациями знаком, и если будет необходимо, то в презентации можно с ними отдельно познакомиться. Хотелось бы больше внимания, конечно, уделить заданиям новой модели КИМ. Вот, например, первое задание. Безусловно, преподаватели узнают, это задание очень похоже на задание из ЕГЭ по истории, ну, правда, некоторые элементы здесь в несколько сокращенном виде. То есть полная связь с моделью ЕГЭ в данном задании представлена. Задание на соответствие. Задание номер 2 и 3, здесь задание номер 2 повышенного уровня, номер 3 задание базового уровня. Здесь тоже данные задания нам знакомы, поскольку они из старой модели основного государственного экзамена. Данные задания комментировать не буду, поскольку знакомы. Базового уровня задания являются 3, 4 и 5. Это тоже задания из старой модели основного государственного экзамена. Задание новое.
Это задание базового уровня. Обращу ваше внимание на задание под номером 6. Здесь представлено задание, которое предлагает 4 предложения. 2 из этих предложений являются тезисами, 2 предложения являются фактами. И деятельность обучающегося должна быть следующей. Выпускник должен соотнести, найти тезис, который подтверждается фактами, и, соответственно, распределить. 2 должно быть здесь тезиса и 2, соответственно, факта. И прописать это вот в табличном варианте. Вот такое новое задание. То есть, по сути, данное задание, оно проверяет умение аргументировать у выпускника. И данные аргументы, собственно, должны быть найдены в самом содержании задания. Задание старой модели под номером 7. Вполне знакомое задание. Комментарии здесь я давать не буду, в силу того, что данное задание уже апробируется не 1 год. Вот перед нами задание новой модели ОГЭ. Здесь я представляю задание номер 8, это базовый уровень, и задание 9 и 10 это повышенный уровень. Перед нами карта-схема, то есть вот эта картографическая схема, которая представлена здесь, она требует, чтобы обучающиеся в 8 задании выполнили атрибуцию, да, и, соответственно, могли воспользоваться легендой, должны найти эту легенду, причем указание на то, что есть такая легенда, требуется еще и в 9 задании. И 10 задание, здесь даже особенных знаний-то не требуется, поскольку 10 задание, оно дает, вот как раз та самая читательская грамотность, о которой говорила Наталья Николаевна, дает возможность обучающимся прочитать внимательно текст и соотнести задание текста с картосхемой. Здесь надо даже, собственно, не называть, какой город требуется, а просто цифру найти соответствующую и воспользоваться легендой карты. И обучающийся, по крайней мере, должен понимать, что такое легенда карты, овладеть данным знанием. Задание 11, оно знакомое и нашим обучающимся, и, соответственно, преподавателям, поскольку данное задание повышенного уровня является заданием из старой модели. Также из старой модели является задание 12, правда, оно с определенными элементами новизны. Вот оно больше уменьшивое, чем было в прошлом году. Мы подобное задание видели. Обращу ваше внимание, если раньше в задании было написать фамилию, то есть четко дается указание ученику найти фамилию, то здесь такого указания не дано, а прописано: заполните пропуск в схеме. То есть обучающийся должен изучить данную схему и уяснить для себя, что здесь необходима фамилия. Вот такое задание на проявление умения. Задание базового уровня, будучи старым, но с элементами новизны. Далее задание новой модели. Представленные здесь это задание под номером 13 и 14. Здесь задание на знание фактов, истории и культуры. То есть явно задание на проверку умения. И представлены вопросы. В соответствии с данными вопросами обучающиеся должны найти правильный ответ из предлагаемых. Также обращу ваше внимание, что здесь представленный ряд не только иллюстративный, но еще и дается информационный ряд. То есть 2 позиции – это информация, да, связанная с вопросами культуры, и 2 другие позиции, 3 позиции информации, и 2 последние позиции – это иллюстративная информация. Задание новой модели, которые напрямую связаны с заданием ЕГЭ. В ЕГЭ это 20, 21, 22. Да? А у нас в ОГЭ это задание, соответственно, 15 повышенного уровня, 16 и 17. И если попытаться понять, в чем разница, разница заключается не только в количестве баллов. Да? Вот в ЕГЭ это 12, в ЕГЭ, получается, это по 3-бальной системе, поскольку там, по 3-бальной, да, системе. Да, по 2-бальной системе, но там вам требуется найти 3 элемента, да, в ЕГЭ, спасибо большое. А вот в ОГЭ там требуется найти 2 элемента, в этом как раз и разница. Если задание повышенного уровня номер 15 – это задание на атрибуцию источника, мы с вами наблюдаем, то задание под номером 16 – это задание на поиск информации в источнике. И здесь обычно требуется найти данную информацию, выписать данную информацию, но помимо всего прочего необходимо еще ответить на вопрос «почему?», то есть причину найти. Далее задание номер 17 – это задание на контекстные знания, и данное задание высокого уровня сложности.
новые задания, но близкие к модели единого государственного экзамена. Задание номер 18, оно связано с заданиями из старой модели. Данное задание знакомо, это причинно-следственные связи. Правда, раньше в старой модели ОГЭ подобного рода заданий было где-то около 4. Здесь оно осталось в единственном числе, то есть одно такое задание. Но данное задание несколько изменено. Вот если внимательно посмотреть, то первая часть требует найти перечисленные, да, то есть одну из причин, а вот вторая часть, она требует еще и объяснить. Если в старой модели данное задание было стоимостью в 1 балл, то есть просто находили правильный ответ, то в новой модели, помимо нахождения правильного ответа, необходимо еще и объяснить, почему данное положение было выбрано. Вот такое изменение здесь наблюдается. Задание новой модели ОГЭ повышенного уровня номер 19, оно вполне простое задание, легко выполняемое, но, правда, сложность данного задания заключается в том, что обучающимся необходимо правильно оформить ответ. И вот в апробации, которая происходила, да, как раз было видно, что учащиеся затрудняются в правильном оформлении ответа. Здесь нужен табличный вариант. Правда, если обучающиеся выполняют не в табличном варианте, но, по сути, все необходимые фактические ошибки были ими прописаны и исправления тоже есть, то это вполне принимается такой ответ. Здесь главное не запутаться, какая ошибка и что является исправлением. Задание повышенного уровня оценивается в 3 балла. Это задание номер 19. Задание номер 20. Знакомое задание. Задание старой модели. В старой модели это было номер 34, данное задание на сравнение. И здесь необходимо, в частности, вот в этом задании демоверсии привести не менее 2 различий. Возможно, будет задание, где необходимо найти общие характеристики и привести, надо будет общие характеристики. То есть вот подобное задание под номером 34 ранее было знакомо, и к такому заданию мы готовили обучающихся. Данное задание практически не изменено, разве что номер изменен. Последнее задание, это 21 задание, оно тоже знакомое, оно из старой модели, задание высокого уровня, это анализ исторической ситуации, это бывшее 33 задание. Здесь дается 3 позиции, необходимо на 3 этих вопроса дать ответ, вполне известное задание. Правда, оно чаще всего вызывало затруднения. И если вы помните, то в предыдущих слайдах я показывала, что задание номер 33 малоподъемное обучающимся, как, впрочем, для обучающихся концентрической системы, так и обучающихся по линейной системе. Данное задание сохраняется и в данной модели. Итак, мы просмотрели все основные задания, увидели, что есть изменения. Количество заданий, естественно, сокращено. Сокращено количество знаниевых, так называемых, заданий, и увеличено количество на проверку умений обучающихся. Модель 2020 года, еще раз обращу ваше внимание, она не совпадает с той моделью, которая была ранее размещена, с перспективной моделью. Ну, причина тому была объяснена, Игорь Анатольевич Артасов объяснил данную причину тем, что наши преподаватели подключились к обсуждению, многочисленные письма, которые писали наши преподаватели на адрес ВП, и ему, в частности, они свидетельствуют о том, что такого рода задания, которые были напрямую связаны с включением информации из всеобщей истории, учителя объясняли, что они будут сложны, и поэтому такой резкий переход все-таки попросили не делать. Ну, и данные просьбы были ими услышаны. Но обещать, что в последующем никаких модификаций, видоизменений модели не будет, естественно, мы не можем. И так сказал, по крайней мере, Артасов Игорь Анатольевич. И следует отметить, что изменения в дальнейшем будут. Дальше к модели. Итак, после выступления по поводу итоговой аттестации по ОГЭ по 9 классу, следующее выступление Елены Гавриловны. Вам как удобно пересесть, наверное, да? Да, наверное. Угу. Мы попросим Елену Гавриловну. Выступление касается подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, единый государственный экзамен по предмету история. И выступление Поповой Елены Гавриловны, ведущего
специалиста, эксперта Республиканской предметной комиссии. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я вас познакомлю с результатами ЕГЭ по учебному предмету «История» 2019 года. Наш экзамен выбрали в 2019 году 895 участников по Республике Коми. На данном слайде вы видите информацию о том, сколько было участников ЕГЭ по истории по разным муниципалитетам нашей республики. И, как яствует из представленной информации, наибольшее количество участников ЕГЭ по истории из Сыктывкара. Это третья часть всех тех, кто писал ЕГЭ по нашему предмету. Общие итоги ЕГЭ вселяют оптимизм. Мы видим из данной таблицы, что значительно меньше стало тех, кто не набрал в 2019 году минимального балла и не преодолел порог. Средний балл за ЕГЭ по истории увеличился и составил 55,34, что сопоставимо с результатами со средними российскими показателями. Также увеличилось количество высокобальников, и появился участник ЕГЭ, который сдал экзамен по истории на 100 баллов из муниципалитета Усть-Цилимский район. Большое спасибо всем коллегам, кто готовил учеников к экзамену по истории в 2019 году, и особые слова благодарности учителю, подготовившему 100-бальника. Подробнее остановимся на результатах выполнения отдельных заданий КИМ ЕГЭ по истории. Как видно из представленной на слайде информации, большая часть участников ЕГЭ успешно справляется практически со всеми заданиями части 1, вызывает тревогу задание номер 6, которые могут правильно выполнить менее половины участников ЕГЭ, и еще одно задание под номером 17, которые также выполняют менее половины участников ЕГЭ. Все остальные задания довольно-таки успешно были преодолены сдающими этот экзамен. Часть 2 содержит 6 заданий, 3 из которых сформулированы для анализа текста. Это задания 20, 21 и 22. И как показывает анализ работ, успешнее справляются участники ЕГЭ с заданием номер 21, которое предполагает проверку умения поиск информации в историческом источнике. Менее половины участников ЕГЭ смогли выполнить задание 20, то есть смогли произвести атрибуцию исторического источника. Самым сложным для выпускников оказалось задание 22, при ответе на которое необходимо было использовать знания о событиях, процессах, описываемых в историческом источнике. Но это задание повышенного уровня сложности, и понятно, что все участники ЕГЭ не в силах выполнить его в полном объеме. Следующим заданием во второй части является задание номер 23. Это задание-задача, также высокого уровня сложности. Оно в какой-то степени аналогично заданию 22, и успешно справляются с ним лишь те участники, которые обладают глубокими и систематизированными знаниями по истории. В 2019 году таковых была всего лишь третья часть участников ЕГЭ. Самым сложным во второй части КИМ ЕГЭ остается задание 24 высокого уровня сложности. Только 17% участников ЕГЭ сумели сформулировать полноценные аргументы в подтверждение и в опровержение представленной точки зрения.
Задание 25 – это историческое сочинение. Это задание пытались выполнять более половины участников ЕГЭ. Задание оценивается по 7 критериям. Остановлюсь на результатах выполнения этого задания по 3 критериям, которые вызывают особую тревогу, поскольку с ними справляются далеко не все участники ЕГЭ. Критерий К2, который оценивает формулировку роли личности в историческом событии, явлении, процессе выбранного периода для написания сочинения. С этим заданием справляется чуть более 30% приступивших к этому заданию. Чуть более удачно справляются с заданием, которое оценивается по критерию К4, когда выпускники должны оценить влияние данного периода на дальнейшую историю России. Но, увы, это далеко даже не половина участников ЕГЭ. Ошибки при написании сочинения допустили более 70%. Это ошибки фактического характера, то есть ошибки исторические, конечно же, не грамматические и не пунктуационные. Поэтому по критерию К6 они получили 0 баллов. Таким образом, мы видим, что при положительной динамике результатов ЕГЭ по истории остаются проблемы, над которыми нам с вами предстоит еще много и долго работать. Какие же изменения нас ожидают в КИМ ЕГЭ 2020 года? Ну, здесь, в отличие от основного общего образования, изменений в содержании КИМ у нас нет. И изменяется только система оценивания задания номер 25, а именно исторического сочинения. Принято решение оценивать историческое сочинение по критериям К6 и К7 лишь в том случае, если по критериям К1, К4 набрано не менее 5 баллов, а не 4, как было ранее. Это позволит предотвратить случаи выравнивания количества баллов, полученных за малоинформативное сочинение, без ошибок, и объемное содержательное сочинение, но с фактическими ошибками. Другая ситуация связана с количеством фактических ошибок в объемных сочинениях. В 2019 году по критерию К6 участник ЕГЭ мог получить 2 балла при отсутствии фактических ошибок. В 2020 году максимальный балл, который можно будет получить по критерию К6, станет равен 3 баллам. При одной допущенной в сочинении ошибке участник ЕГЭ сможет получить 2 балла, при 2 ошибках 1 балл, и общий балл за сочинение увеличивается до 12 баллов. Хотелось бы обратить ваше внимание на ряд моментов, которые необходимо учесть в процессе подготовки к ЕГЭ в 2020 году. Для верного выполнения заданий номер 1 и 11 не обязательно знать точные даты событий российской и всемирной истории. Достаточно помнить век, когда происходило то или иное событие. При выполнении заданий 18-19, работа с иллюстративным материалом, важно внимательно изучить иллюстрацию, прочитать всю информацию, которая содержится на изображении. Как правило, она помогает найти верные ответы. При ответе на задание 23 требуется обладать конкретными знаниями об эпохе или событии, которым посвящено задание. Ответы должны быть развернутыми, содержащими исторические факты. Общие фразы не могут быть засчитаны в качестве верного ответа. Например, такой ответ, как «талант полководцев и храбрость солдат» не будет засчитан при ответе на вопрос назвать причины победы России в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. При ответе на задание 24, где нужно аргументировать точку зрения, ученик должен знать структуру аргумента. Аргумент должен складываться в идеале из 3 составляющих. Тезис – это точка зрения.
Вторая составляющая – доказательство, то есть исторический факт. И третья составляющая – это вывод, то есть объяснение, как приведенный факт подтверждает или опровергает данную точку зрения. Разберем на конкретном примере одном. Точка зрения. Внутренняя политика Александра III способствовала прогрессивному развитию социальной и экономической сфер общественной жизни. Аргумент в подтверждение может быть сформулирован следующим образом. При Александре III внутренняя политика способствовала прогрессивному развитию социальной сферы. Это тезис. Так как была отменена подушная подать, это факт, следовательно, меняется устаревшая система налогообложения. Это вывод. Аргумент в опровержении может быть сформулирован приблизительно следующим образом. Законодательство Александра III консервировало крестьянскую общину. Это тезис. Так как запрещались семейные разделы и ограничивался досрочный выкуп наделов, это факт, что тормозило развитие капиталистических отношений в деревне, это вывод. Ну и при написании сочинения, при описании роли личности должна присутствовать логическая цепочка. Должно быть названо событие, названа личность, которая в этом событии или в процессе явления сыграла какую-то роль. Должно быть названо конкретное, единичное действие этой личности и какое оно повлекло последствие. Например, если взять период 1801-1812 года, роль личности можно сформулировать следующим образом. В этот период император сделал попытку решить крестьянский вопрос, процесс. Александр I, личность, подписал указ о вольных хлебопашцах, конкретное действие. В результате незначительная часть крепостных крестьян получила свободу и превратилась в мелких собственников земли. Это последствия. Уважаемые коллеги, когда мы готовим детей к единому государственному экзамену, мы прежде всего сами должны внимательно изучить методические рекомендации для учителей, подготовленные Игорем Анатольевичем Артасовым и размещенные на сайте ФИПИ. Можно разобрать приведенные там примеры вместе с учениками, сдающие ЕГЭ по истории. Разберите вместе с учениками демоверсии ЕГЭ по истории, спецификацию и кодификатор. Успехов вам и вашим ученикам! Спасибо за внимание. Большое спасибо, Елена Гавриловна. У нас отработан третий вопрос. Остался последний вопрос. Это программа внеурочной работы. Я приглашаю Елену Аркадьевну. Пожалуйста. Тема внеурочной работы – патриотическое воспитание. Из опыта работы педагога Долониной Елены Аркадьевны, учителя города Ухты, средней образовательной школы номер 15. Здравствуйте, дорогие друзья! Я учитель истории. Рада представить вашему вниманию свой опыт по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках внеурочной работы. Итак, что же такое воспитание гражданственности и патриотизма? Это целенаправленная систематическая деятельность по формированию молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. И направлено оно на развитие личности, обладающей качествами гражданина, патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. История помогает формированию мировоззрения учащихся, воспитывает чувство патриотизма, содействует выявлению творческих способностей школьников, вовлекает их в активную деятельность, помогает найти свое призвание и выбрать профессию. В отличие от урока, внеклассная работа предполагает все-таки добровольное участие. Во внеурочной работе повышается интерес к предмету, непременные условия обучения, улучшение качества обучения. И цель, которую я ставлю во внеурочной работе – развитие у учащихся интереса к проектной и исследовательской деятельности, склонности к выполнению сложных заданий, укреплению уверенности в своих силах. Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в работе нашей школы.
которая осуществляется в рамках программы «Патриот», разработанной в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы. И поэтому все наши усилия направляются на формирование гражданственности и патриотизма как значимых личностных качеств учащихся. Для достижения этой цели мы выделяем следующие задачи, представленные на слайде, которые могут быть реализованы при создании следующих условий. Ожидаемые результаты вы видите на слайде. Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся как основа личности будущего гражданина России. Для того, чтобы программу реализовать, мы подключаем все объекты социокультурного пространства поселка, так как школа находится за городской чертой. Социокультурное пространство школы по патриотическому воспитанию включает в себя музей Ярикских нефтешахт, музей школы, совет ветеранов ПГТ Ярига, дом культуры, дом детского творчества, модельная библиотека Яриги. Ну а направления – это те, о которых я немного сегодня расскажу. И начнем с первого – историко-краеведческого направления. Оно мне ближе, и в рамках внеурочной деятельности чаще все-таки мы сталкиваемся именно с этим направлением. Начнем с простого. В рамках этого направления проводятся беседы, олимпиады, конкурсы, фестивали, экскурсии, туристско-краеведческие экспедиции, квесты, проектно-исследовательская работа, кружки, а также представлена деятельность школьного музея. Игры и квесты. Ребята с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, нравится активный отдых, который имеет еще и познавательную составляющую. Начинали ребята, как правило, как участники, а со временем стали создателями увлекательных квестов, которые составлялись ими на занятиях кружка «Моя малая родина» и клуба любителей истории, которые я веду. Для составления маршрута квеста ребята используют возможности музея Ярикских нефтешахт, музея истории школы, модельной библиотеки поселка, где для них проводятся встречи и экскурсии. Как классный руководитель я стараюсь организовывать почаще туристические поездки класса по городам России совместно с отделом молодежи Управления образования Ухты. Ну, к примеру, вместе с классом мы побывали в Сыктывкаре в 5 классе, в Великом Устюге в 6, в Ярославле в 7, по Золотому кольцу в 8 классе мы проехали, в Москве в 9 классе. Ребята растут, но каждая поездка оставляет яркие воспоминания, формирует чувство гордости за Родину. Невозможно представить поездки без экскурсий, на которых ребята выступают не только зрителями, слушателями, но и очень активно задают вопросы, интересуются тем, о чем услышали. Музей Раисы Сметаниной, вотчина Деда Мороза, Ярославский и Ростовский Кремль, музей истории Великой Отечественной войны, музей космонавтики, выставка «Россия. Моя история», Соборная площадь Кремля и еще много-много мест удивительных, которые навсегда останутся в памяти. Являясь руководителем кружка «Моя малая родина», на занятиях которого проводился сбор, систематизация и анализ краеведческого материала по истории поселка и шахт, я учила ребятам основам исследовательской работы, что очень пригодилось в дальнейшем. Написано 38 исследовательских работ, многие из которых были опубликованы в сборниках, представленных на слайде, на сайтах интернета. Был собран большой краеведческий материал о создании нефтешахт Яриги, о ветеранах, о старожилах поселка, боевых и трудовых подвигах жителей поселка в годы Великой Отечественной войны, материал о периоде политических репрессий. Молодые исследователи собирали устные и письменные воспоминания строителей нефтешахт, трудармеек, ветеранов войны и труда, участников афганской и чеченской войн, работали в архиве нефтешахтного управления. Некоторые участники кружка выбрали основным направлением работы составление родословной своей семьи. Разнообразие направлений объясняется учетом интересов участников кружка. Некоторые работы были представлены на конференциях, олимпиадах, конкурсах, занимали призовые места на республиканском и федеральном уровнях. Для популяризации результатов работы кружка мы использовали
даже возможность обращения к жителям Яриги через систему кабельного телевидения. Одной из участниц кружка был снят и самостоятельно смонтирован фильм о Яриге и ее истории. Фильм был представлен на республиканский конкурс «Моя малая родина» и получил приз. Любознательные, интересующиеся историей ученики занимали призовые места в федеральных конкурсах и олимпиадах патриотического направления. В 2012 году, согласно решению экспертно-проверочной комиссии архивного агентства Республики Коми, школа номер 15 была внесена в список источников комплектования архивного отдела администрации МОГУ Ухта. Поэтому актуальной стала организация кружка архивоведения. Занятия кружка архивоведения позволили упорядочить архив школы, пополнить книгу истории школы. Составлена архивная опись, в которую вошли документы с 1943 по 2017 год. Более 140 единиц передано на хранение в городской архив. Гордостью нашей школы является музей, созданный в 1986 году. В 2006 году музею был присвоен статус школьный. Создателем и активным работником этого музея является наш учитель географии Антонова Светлана Сергеевна. Она привлекает много детишек. И могу сказать, что каждый раз, когда мы нуждаемся в помощи, музей нам ее предоставляет. Например, перед поездкой на Олимпиады по историческому краеведению мы много времени проводим там, готовясь к конкурсу экскурсоводов, и, надо сказать, не напрасно. Формы работы музея вы видите на слайде. К сожалению, уходят ветераны. Успели мы с ребятами встретиться с некоторыми из них, успели поблагодарить за их беспримерный подвиг, успели записать воспоминания. Неизменной остается традиция школы благодарить ветеранов в День Победы, участвуя в праздничном шествии, неся караул возле памятного знака шахтерам, ушедшим на фронт, возлагает цветы и гирлянды. День памяти – это еще дань памяти, это еще и поисковая исследовательская работа. Перед вами названия работ, которые были выполнены за последнее время. Все они связаны с документами семейных архивов, как историческими источниками, что тоже повышает возможность развивать из наших ребят патриотов. Следующее направление – гражданско-правовое. И на этом слайде указано, какими формами деятельности мы в этом направлении работаем. Ну, здесь могу сказать, что мои ученики непременные участники патриотических акций, таких как исторический диктант по истории Великой Отечественной войны, акции «Зоя Герой», объявленные Всероссийским военно-историческим обществом, акция «Я хочу, я сумею, я сделаю», проведена по инициативе депутата Госдумы Ольги Севастьяновой в 2019 году впервые. И уже понравилось ребятам, готовым предложить свои проекты малых добрых дел. Есть у нас и призер, занявший второе место со своим небольшим проектом. С целью повышения правовой культуры будущих избирателей традиционно проводится игра «Выборы», в ходе которой свои программы предоставляют будущие директора школ. Внеурочная работа по предмету ведется в форме элективных курсов. Поскольку многих привлекает профессии, связанные с юриспруденцией, уже 11 лет в 9 классе ведется профориентационный элективный курс вида юридической ответственности, задача которого – раскрыть ученикам спектр юридических профессий, раскрыть основные направления деятельности юристов. В ходе занятий ребята встречаются с представителями правоохранительных органов и прокуратуры, нашими бывшими учениками, что особо повышает статус этих профессий и стремление ими овладеть. В завершение они готовят проекты по тематике курса. Несколько учащихся, посещавших элективный курс, в дальнейшем связали свою профессиональную деятельность с работой в правоохранительных органах и прокуратуре. Военно-патриотическое направление. Скорее этим занимаются учителя физкультуры, однако как классный руководитель стараюсь быть полезной при подготовке класса к смотрам строя и песни, к конкурсам традиционным уже патриотической песни, которые могут быть посвящены к юбилейным датам, как, например, представленные здесь «Любовь, комсомол и весна», «Афганистан, боль и память». Вместе с родителями стараемся организовать в разное время года туристические походы к местным достопримечательностям, например, к
к памятному знаку буровой установки на месте скважины, с которой начиналась промышленная добыча ярикской нефти. Походы по тропе здоровья в местечко Крахаль, где когда-то в 50-е годы размещался детский пионерский лагерь. Активный отдых, здоровый образ жизни – это движение, военизированные игры, лазертаг, так привлекающие и мальчиков, и девочек. И снова к школьной жизни. Любая знаменательная дата сопровождается выступлением лекторской группы учащихся. Состав ее постоянно изменяется. Но и неизменным остается только желание донести до ребят правду об исторических событиях. Показателем сознательного отношения к историческим датам, к священной памяти является участие в бессмертном полке. В ходе праздничного шествия я иду вместе со своими бывшими и нынешними учениками и их родителями. Социально-патриотическое направление представлено, нацелено на вовлечение учащихся в жизнь социума. Это не только наведение порядка на школьном дворе и на закрепленном за учащимися территориях. Это проведение любимого ребятами Дня самоуправления, когда готовим уроки, которые проводят учителя-дублеры. Культурно-патриотическое направление, наверное, самое любимое из всех, потому что оно яркое, всегда красочное. Это праздник. Например, проводы зимы Масленица, которые мы проводим не только походом, но и настоящим праздником с блинами. Или значимым для школы стал 2008 год, когда школа стала победителем конкурса социальных и культурных проектов ООО «Лукойл Коми» с проектом «Время, события, люди», предусматривающим создание нового информационного поля для всех жителей Ярики. Детская печатная пресса является одной из самых интересных и современных форм творческого взаимодействия с детьми общего коллективного дела. В школе был создан пресс-клуб, в котором я выполняла функции наставника или специалиста по связям с общественностью, главная задача которого – выпуск газеты. В пресс-клуб вошли учащиеся старших классов. В подготовке номеров газеты привлекались все желающие. Состав пресс-клуба постоянно обновлялся. Первый номер газеты «Ярига 54-й меридиан», так ребята решили его назвать, вышел в 2008 году. Всего выпущено 28 номеров. Тиражировали мы его, выпускали тиражом 999 экземпляров и бесплатно распространяли в поселке. Основной акцент газеты в газете делался на публикации, связанные с историей поселка. Газета освещала основные события школьной и поселковой жизни, открывала для жителей историю малой родины. Участники пресс-клуба оформили книгу «Сквозь огненные годы», «Ярига в годы войны». Газета «Ярига 54-й меридиан» завоевала второе место в открытом фестивале традиции и инноваций как лучшая газета образовательного учреждения. Газета неоднократно была награждена дипломами на республиканском конкурсе детской и юношеской прессы «Свой голос в СМИ» в номинации «Индивидуальная работа. Печатное издание». Каждый участвовавший в деятельности пресс-клуба взрослел на глазах, получал новые для него знания, умения, овладевая навыками исследовательской и журналистской работы. В историко-культурном атласе города Ухты опубликована статья об истории Ярики. Статью эту писали я и мои ученики вместе по результатам работы в архиве нефтешахты Ярика. Это гражданская позиция, позиция патриотов, любящих свою малую родину и прививающих эту любовь своим землякам. Возможность проявить свою любовь к родному поселку появилась у ребят после нашего неожиданного знакомства в этом году с писателем и талантливым организатором, мастером своего дела Людмилой Валерьевной Прошак. Она предложила учащимся школы творческую работу в проекте «100 авторов столетию Республики Коми». Встреча с ребятами вылилась в написание рассказов об истории поселка, о людях. Суть задуманного сводится к тому, чтобы прикоснуться к истории, к той истории, которая рядом, под окнами дома. Можно сказать, что это будет книга об истории Республики Коми, а можно и иначе, о том, как история великой страны сказывается на судьбах каждого человека, где бы он ни жил, кем бы он ни был. Но историческая книга требует бережного отношения к истории, надо обязательно опираться на источники. Поэтому без краеведов, без учителей истории, без поддержки семьи проект потерял бы смысл. Так появились на сайте проекта «Хронотоп» рассказы наших ярких, талантливых детей, любящих наш поселок, наши просторы, наш народ. Ребята, не задавая лишних вопросов, а что мне за это будет,
окунулись в работу писателя, исследователя, историка. Познакомиться с рассказами 16 авторов от шестиклассников до выпускников школ можно пока только на сайте Хронотоп в разделе «Предпутье. Мастерская писателей и историков». Все рассказы были написаны после знакомства с историей поселка, после встреч со старожилами, после долгих бесед и обсуждений в кабинете истории и в семейном кругу. Обратимся к некоторым результатам работы по гражданско-патриотическому направлению в соответствии с программой «Патриот». Проведенные мониторинги свидетельствуют об эффективности нашей работы и создании в школе всех условий для гражданско-патриотического воспитания учащихся. У каждого учителя свои методы и формы работы с детьми. Однако каждый, наверное, согласится с тем, что только внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям личности ученика будет способствовать дальнейшему развитию ребенка как гражданина и патриота. Спасибо за внимание. Так, огромное спасибо Елене Аркадьевне за столь содержательный и информационный, насыщенный материал по своей педагогической деятельности, из опыта работы по внеурочной деятельности. Позвольте, я немножко поменяемся местами. Давайте в завершение мы немножко рокировочку в течение сегодняшнего заседания делаем. Итак, мы отработали все основные вопросы. Пора подводить итоги. И в подведении итогов хочу обратить ваше внимание на то, что нашим решением будет следующее. Итак, первое. Принять во внимание информацию, представленную Натальей Николаевной Исаевой по формированию функциональной грамотности. А второе. Принять не только во внимание, но как руководство к действию информацию, полученную от ведущих экспертов Республиканской предметной комиссии по предмету истории. Это Елены Гавриловны Поповой и Нины Верны Тыриной. Третье. Отметить работу Долуниной Елены Аркадьевны по трансляции своего педагогического опыта по формированию патриотических чувств в деле патриотического воспитания учащихся. Нам была представлена широчайшая не просто программа, а несколько программ внеурочной деятельности педагога по работе с обучающимся. Я хотела бы обратить ваше внимание вот на этот слайд. На данном слайде представлена знакомая вам информация. Это портал «Открытое образование Республики Коми». На данном портале, как вы помните, уже не один год проводится очень правильная работа в деле не только популяризации, но и в деле обменом информацией, а также опытом по своей педагогической деятельности. На портале «Открытое образование» можно представить результаты своей деятельности через методические разработки уроков, методические разработки внеурочной деятельности. Ну а выступив на заседании нашего РМО, можно таким образом продемонстрировать свою деятельность, можно сказать, воочию, да, то есть показать трансляцию своего опыта. Поэтому я призываю наших педагогов активнее подключиться к работе и демонстрировать свой опыт через портал «Открытое образование Республики Коми». Мы сегодня очень подробно отработали и очень долго отработали. У нас было ранее запланировано 4 вопроса, мы проработали даже 5 вопросов, и я полагаю, что есть смысл поблагодарить друг друга, самих себя, с тем, что мы выполнили нашу программу более чем на 100%. Огромное спасибо всем тем, кто участвовал в нашем заседании. Следующее наше заседание будет в декабре, и мы продолжим нашу тему, связанную с государственной итоговой аттестацией, но по предмету обществознания. Большое спасибо. До свидания.